наши поезда самые поездатые поезда в мире. И ни один поездатый поезд в мире не перепоездит наши поездатые поезда в мире. Селям, я нахожусь на станции Шакша, встречаю поезд. Короче, Нафису встречаю. Нафиса должна приехать вот на этой электричке. И ждем мы, представляете? Вот где-то в вагончике сидит Нафисюшка. Ой, там ботинка. Ладно, я хоть душ успела принять. Где-нибудь там, не видите, Нафисю? Она из Демы должна приехать. Из Демы до нас добираться где-то 40 минут. И намного дешевле, чем приезжать на такси или на автобусе. Представляете? Очень дешево. И быстро, самое главное. Без пробок, без ничего. Представляете? Ездить на электричке Сиглинова в основном. В Уфу на работу. Очень выгодно, говорят. Я, конечно, хотела Нафису встретить вот тут вот на лестнице, вот на этой лестнице. Но не стала рисковать, потому что здесь вот свора собак. Смотрите, сколько собак тут. Вот многие мне говорят, почему вы не любите собак? Знаете почему? Потому что я, когда была беременная первым своим ребенком, да, гуляла на набережной на последних месяцах беременности, и на меня, короче, напала овчарка. Представляете, как прыгнет мне на живот. У меня живот застыл, стал каменный. Представляете, ма? И долго-долго в таком состоянии был. Часа 2, наверное, прям каменный живот был. И с тех пор я вот боюсь собак вообще. Что я теперь поделаю? А то, блин, туталарда меня это... Че, вы не любите собак? Ты глянь, была. Почему вы не любите собак? Че, я обязана их любить, что ли, этих собак, блин? Достали уже. Вы живодер. Из-за того, что я не люблю собак, да, мне еще живодером обзывают. Где я живодер? Я их что, обижаю, что ли, бляха-муха? Электричка приехала, а Нафисы нету. Что за хрень? Где Нафися? Нафися, ты где? Я вот наверху стою. А, ты идешь? А Это вы Куперда? Мен Куперда? А вы можете? Я камера, кстати, боюсь собак. Вот Мен этих. Кутеми, удым собак боюсь. Адр, подожди. Собаки страшные. Леша, ой. Вон Нафиса тоже собак боится. Идет училка. Не обращай внимания, шапка накинь. Яман ты харахала, шел. Быстренько садись и все. Ужас. Ужас. Шапка Куперда. Эти. Yoğundum da yukarı sığıp gittim bilin. Ölgürmeyin tip. Где мои контейнеры? Ох, блин, коза. Так я кime şu контейнерлерді? Просто ben neyden girmedim. Аты қайдан келдің? Подругана? Қайда көрдің? Сені uyarlar mı? Опасно. Дороги мало. То эттер, то тюремщиктер. Страгач болғанда, ошында мужиктар, отырған мужиктар, сыққандар да қайда барған білмейді деген. Туған жақтарына қайтмағандар, ошында қалғандар. Если қыздарға үйленгендар, или ошында листеге басынан деген отырып сыққан кішілер болсам. Охренеть, как было. Давай, выбирай там какой хочешь. Любой. Она дальше куптарын. Но вся такая деловая, келіп сақтала. Холодильник асып ордала, куптарын ашты.
Алар Зарина мынан эки сменала баштайлар. Бұл Заринаның сменщицаһы. Әгин сменщицаһы килеп сага инде. Нафиса. Но недолго. Мое счастье длилось, дорогие друзья. Нафиса лагерьга китә. Понимаю ваше разочарование, но не стоит так быстро опускать руки. Любая неудача – это всего лишь временная трудность, которая может стать Какого точкой роста. Возможно, сейчас вы Алиса, переживаете непростой период. Но Алиса. именно такие моменты часто помогают вам стать сильнее и мудрее. Алиса, Помните, стоп. что после темной ночи Алиса. всегда... Алиса. Охрен, ничего так килеп сыкты. Мен Алиса тимәнем дә инде. Потому что... Офигеть просто. Ну так вот, что хотела сказать-то, друзья. Нафиса менен Зарина какие-то какой-то болезнью болеют. Я их тянет в пионерский лагерь. И, короче, Нафиса быйыл мына пионер лагерьга китергә йөри. Представляете мы? Все, она завтра уезжает в пионерский лагерь. Что вас туда тянет? Ну-ка расскажи, зачем мне пионерский лагерь без конца бараган? Во-первых, я очень люблю детей, мы уже говорила. Поэтому... Да, кстати, Нафиса свое призвание нашла. Она очень любит работать с детьми, особенно с подростками. Потому что мне нравится им помогать, направлять их. Когда немножко ошибаются, сказать, что не все так плохо, и можно исправить. И мой главный совет, который я им говорю, ошибки можно исправить, но если вы ошибки делаете 2 раза, то это уже выбор. Я вот так их учу, короче. Ну, какой ты молодец. Надо это запомнить. Мен даже он пельменем. И еще в лагере это вообще отдельная жизнь. Там не будет телефона, интернета, и просто урманда, бишта парашаем, баларман уйнаем, рахатаны пьяльтам. Вот прям перезагрузка тотальная. Так что балларгыды пионерский лагерьга ибәрегез, достар. Видите, какие пионер-вожатые там, которые детей любят, свою работу любят. Вот представляете, когда в прошлом году меня Нафиса сказала, мы пионерский лагерь баргым келем, мен вообще аптырам, мен дурак что ли был. И когда Зарина тоже меня айткенде, мен пионерский лагерьга балаларымды кагымды, балаларды яратам деген, мен тоже тогда подумала, какие-то странные, ненормальные. Вот, прикиньте, есть когда обожают свою работу, именно стремятся поехать в пионерский лагерь, да, только для того, чтобы поработать с детьми. А с какими детьми особенно ты хочешь работать? С подростками, которые не уверены в себе, например, которые вот боятся чего-то. Подростковый возраст образования не хватало, может, шуга шла екен. Помните, я рассказала, что у меня тоже в 8 классе Ага. была ситуация, что мне не хватало взрослого человека, чтобы доверять. Мне еще говорят психолог Кэти. Но при этом я понимаю, что психолог, тогда мне будут ходить дети, которые будут мне платить, у которых есть деньги. А я хочу помогать тем, которые просто в госшколах, например, у них нету денег, они даже не знают, что это такое. Вот я появляюсь и помогаю. Вот так хочу. Вот, ты еще и благотворительностью хочешь заниматься человек. Ну вот в школах, видите, у кытыстарға ішке келегет, а в итоге зарплаты-то какие маленькие. Не поддерживают, получается, этим. Есть специалисты. Хотя бы, или ипотекам поддерживать, какой-то процентной ставка, не видей. Кутусарға думают вроде бы, я вот буду ждать. От меня ушла, хайвет зарплатана, не видей, хайвет графикман, график, конечно, не хайвет тугел, достар, хайвет зарплатана, киткен, мектепке, беляки, не зарплата. Туда только уходят люди, которые действительно вот любят свою работу. Просто глянь, надеюсь, глянь, мастерил башку, телок, то светик. Кителик кишиниме видите. Блин, да блин. Короче, друзья, мы решили взять у Нафисы, молодого специалиста, молодого учителя, интервью. С какими проблемами в основном обращаются к ней ученики. Первое, это у них неуверенность в себе, какие-то комплексы бывают. Второе, наоборот, когда родители слишком многого требуют, и из-за этого у них развивается, что я недостаточно хороша, я стараюсь, и все равно как будто недостаточно делаю. Вот, это основные проблемы детей. Они заходят ко мне, говорят о том, что вот у всех подростков бывает в такой момент, они выходят из детского возраста и приходят во взрослую. И они вот находятся между, и у них ощущение, что их никто не понимает. И родители тоже не понимают, получается. Да, я, конечно, понимаю, что родители все делают для детей, вот абсолютно. Но для них это воспринимается немножко по-другому. То есть, когда, например, родители требуют от них постоянно хороших оценок, постоянно везде успевать, зачастую они забывают спрашивать, а как ты себя чувствуешь? Разговаривать с ними, показывать, что они на их стороне. Но везде есть вот эта золотая середина. У меня есть вот и такие родители, и родители, которым на детей все равно. То есть, да ладно, не учись, да ладно, какие оценки. То есть, вседозволенность, вот это тоже плохо, когда детей не наказывают,
потом они думают, ой, если я вот это сделал, что-то плохое, маленькое, пока что и меня не наказали, в голове формируется, значит, в будущем, когда я повзрослею, я тоже буду делать что-то плохое, и меня не будут наказывать. Направить детей надо, что плохо, что хорошо, объяснять. Взрослых часто, как будто бы им кажется, что нет времени на детей, они все время в работе, зарабатывают деньги, да, это тоже важно, но детям не хватает именно разговоров. Вот просто прийти после уроков и спросить, что сегодня делали, никакие оценки получили, ни что изучали, но это тоже важно, но а как там дела с друзьями, а ты с кем общаешься, а кто твой лучший друг, какие у тебя отношения, у них как раз-таки еще вот эти любовные проблемы у всех бывают, и давать советы тоже. Вот это очень важно. И смотреть, с кем общается ребенок, чтобы именно у них было окружение какое-то. Вот вы знаете, что вот когда вы обнимаете ребенка, например, даже до 18 лет, любого ребенка, взрослый человек, неважно, сестра ты, мама, папа, даже если даже ты учитель, если ты обнимаешь ребенка, никогда нельзя отпускать первого ребенка. То есть вот вы обнимаете, вы попробуйте даже сами, потому что когда ко мне пришла племянница, я вот это услышала, вот этот совет, я обняла, и вот первая не отпустила, не побежала по своим делам, просто обняла, типа, привет, и не отпускаю. Ну и сильно не держу, я просто жду, когда она отпустит. И она стояла 10 минут, просто обнимала и заплакала. Она так сильно плакала, и я просто стояла, обнимала. Вот. И с учениками то же самое. Вот это, как это, эксперимент, наверное, классный. Вот. Молодец такая ты. И вот я уже говорила насчет того, что да, ошибки совершают, но вот объяснить, что ошибки один раз, это можно исправить, любые ошибки можно исправить. А если они уже делают ошибки несколько раз, то это уже выбор. Вот это тоже надо уметь объяснять. И если вы сами не справляетесь, с учителями разговаривайте, потому что если человек идет учителем работать, то в основном все учителя любят детей. Вы можете вот работать именно с учителем вместе. Если какие-то проблемы, подойти и сказать учителю об этом. И многие, мне кажется, будут помогать в этом. Это то, что родители говорят, типа, вот я вам отдала своего ребенка на воспитание, вы не занимаетесь. Ой, у нас такое тоже бывало. Да. Но учителя, они сами одни не справляются. Всегда нужны родители. Родители и учителя, они всегда на одной стороне должны быть, потому что мы тоже, так же, как и родители, хотим, чтобы дети выросли уверенными. Вот самое главное, что я хочу привить в своих детях, это уверенность. Родители часто не замечают, как они могут невзначай своему ребенку привить какие-то комплексы, а это очень сложно от этого избавляться. Это как? Невзначай какие комплексы? Ну, сказать, например, ребенку, что ты много кушаешь, даже вот это. Мы очень сильно отличаемся от советских детей, потому что сейчас информационное время. В этом обвинять детей не стоит, потому что это уже поколение такое, то, что они сидят в телефонах, у них и правда мозг немного по-другому работает сейчас у детей. И в этом плане тоже надо их понимать, а не обвинять их в этом, потому что они выросли в это время, то есть это не их вина. И вот в это время как раз-таки вот эти комплексы очень сильно влияют именно в социальном мире, потому что раньше, да, мы жили где-то в мире, где никто не знал про нас, а сейчас мы выкладываем фото или что-то такое, и детям это очень важно. Никогда не стоит говорить ребенку, что они с чем-то не справятся, потому что ваш ребенок, да любой ребенок в мире, если кто-то там другой справился, почему ваш ребенок не может вот этого сделать? У меня вот есть ученик, который недавно ко мне подошел и говорит, я вот очень хочу стать самым лучшим футболистом, и я каждый день себе говорю, что я лучший футболист мира. Я говорю, а что родители говорят? И он говорит, ну мне мама сказала, что пес спустился с небес. Такой, я говорю, ты что? Если какой-то человек такой же, как и ты, у него 2 ноги, 2 руки смог сделать, почему ты не сможешь? Я ему говорю, вот когда ты в будущем будешь где-то сидеть, выступать в телевизоре, давать интервью, я говорю, ты обо мне вспомнишь, привет передашь, потому что я знаю, что ты будешь выступать. И он так заулыбался, сказал спасибо большое. Вот это тоже важно, именно верить в ребенка. И дети это чувствуют, когда родители в них верят. С нами в студии была заслуженный учитель Республики Башкортостан Нафиса. Машина с хорошего, с комфортом. Это будет бизнес-комфорт будет. Бизнес-комфорт. Тарифы высокие, которые будут. Да. Без чего не могу эконом-комфорта, Матизда еще. Еще Матиз, да, кому нужен такси на Матизе? Елдретеп 120-140 ква менің Матиз, между прочим. Вообще шумахер, Менің Матиз зверь просто. Вообще, он действительно звереныш прямо. Мен запросто могу километрге. Мен іші тұрып қалмаймын, честно говоря. Вот қазір кішайта кризис дегілей былай вот. Если Инстаграм біте, блог біте, вот мен могу работать. Таксила. Бисмиллахиррахманиррахим.
Ушай, дурыс. Ага. Таксила могу работать, и еще поваром могу работать. Повар никогда остров қалмайды. Согласен. Голодных поваров не бывает, да? Да, Вот так вот. урнашыға можно спокойно. Не, 1 кило крупа қайтқан бір атына не? Тұтқын, бұтқа жеға ұшайын, все еткен. А если еще продавать научитесь, вообще бизнес построите, да? Бизнес-империю на пшене. На пшене. На чем поднялся? На пшене. У нас все на ходу, друзья, все на ходу. Мы на ходу кушаем, на ходу работаем, на ходу едем, делаем. Это каша, которую Гюншабай приготовил. Да. Все дома. Не дали Наилю поесть, короче, даже, да? Пускай собери с собой и ешь Я с говорю, дороги. блин, эшко был отырғанда рахат беріп, ашам тұрасың, блин. Айдап тұрып, өте, әлегімелер заказывать өткен. Мне кажется, вам просто завидно было, что он себе кушать заказал, а вы нет, короче, вы такие. Раньше он угощал, а сейчас не угощает. Ну, вообще капец, Как блин. Казахстанға көшіп кеткен, ақса өткен. Қазір вообще не угощает. Да, я не поняла, а что вы со мной едете? Где ваша машина? У меня машины нет, все. Нет, а это что, правда, что ли, было? Я твои сторисы смотрела. Вот сейчас поедем с вами, посмотрим, что с моей машиной, и сами убедитесь, это был искусственный интеллект Альберт или же мне по-настоящему? мне там, Альберт хотя это правда или нет? Альберт это, нет, наверное, это искусственный интеллект, Наиль Штаперген, наверное, Друзья, я разбил машину, которую хотел разыграть. Вот она, раскореженная. Альберт это. А мне, кстати, тоже так много знакомых тоже пишут, такой, ох, нифига себе, Наиль умеет, типа, я Ну, такой, потому что так, Наиль искусственный интеллект заниматься иткез бітәлі, Хадыр думает, Приятно. что ты не. Это Наиль сделал тебе, Хадыр бітәлі. И вот твою историю с машиной, Альберт сразу говорит, это Наиль сделал тебе. Да, поэтому сейчас поедем, как раз сами убедимся, это искусственный интеллект или нет, короче. В смысле, хочешь сказать, это правда? А вот не знаю, вот сейчас поедем, посмотрим, вот давайте. Ставки, мне чтобы, давайте ставки, типа. Ставлю 5000, это правда, типа того, да? Нет, я не могу ставить и рисковать. Блин, сам ёх. Ты скажи, почему ты в Казахстан ты переезжаешь? Да, кстати, да, Наиль. Что там в Казахстане? Да, вроде уже говорили. Что там такого, ну ничего ты здесь нет, как Ты бы? говорил, да, ну тебе вот не будешь скучать по родине, вот, как так? Конечно, Неужели? Где родился, там и пригодился, Наиль. Зря ты, мне кажется, переезжаешь. Не, есть же такое. Вот взять, например, начало 20 века, да? Много мыслителей, видных деятелей переезжало. А ты решил быть великим мыслителем. Да, не, Наиль решил, что он великий мыслитель, поэтому я могу переезжать. Башкұрттарым, оқу керек. Ай, Наиль. Ну я же, наверное, тоже великий мыслитель. Блин, я буду скучать. Казахстан Я приезжайте. даже думала, я, знаете, Египет, я вообще очень привыкла, я вот действительно по вам скучаю, это правда. Всегда ждем переезда. В Казахстане, да? Ну, я-то не уезжаю, Миляшапа, я здесь. Пока что, да, Наиль такой. Так И что- Хадр Азамат ты еще И переманил. вообще капец дома привел, прям, знаете, как наседает, короче. Да потому что Ребята, ему да. там скучно одному. Конечно, Ну, поэтому вот решил меня тоже туда, короче. ты тоже хочешь ему уехать, Шар. Нет, конечно, что там делать? Что ты свою маму бросишь, что ли? Ну, брата? Не, брат же есть как раз, я только хотел сказать. У меня есть брат, чтобы о маме заботиться, Ну, а поэтому, е. да. Нет, я с другой точки зрения, Мишка. Башкортостан поднимать надо. Кем? Хатана? Рафаэль. Конечно. Если все уедут с Башкортостана. Конечно. Как Надя сказал, видные деятели. Видные мыслители. Да, мыслители, да. 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 Не, как раз пусть философы Алар уезжают. теге şu şekildegine filosofствовать yaptırga şep болғанда. А бунта попробуй, блин, зафилософствуй. А бунда эштер керек. Да. Оттуда, конечно, блин. Вот, поэтому Башкортостан надо поднимать. Нельзя. Но, с другой стороны, знаете, Наиль тоже вот как бы в какой степени некоторые правильные вещи говорит, знаете, что вот возьмите, например, кого, да, давайте, вот кто сейчас первый голову? Шаймуратов генерал, например, да? А что, Вот. он в Казахстане жил? что ли? Не, ну почему за Казахстан? Типа он же тоже учился где-то в Москве, там, да, там, ну, там, да, как бы он типа набирался опыта. Он учился? Ну, он же там, да, где-то в какой-то там академии сидел, он же не просто там генерал. Типа. Академии? Ну, я не помню, как бы, что такое, но имеется в виду, он же не так, что он все время только в Башкортостане жил, да? Он где-то учился, где-то опыта набирался, приходил, да, потом сюда уже приехал, уже все, полководец, все дела. То есть, ну, учился же где-то там, да, то есть, поэтому, вот, как бы, как здесь, Наиль, в принципе, правильно говорит, видные деятели. Идея такая, да. Поехать, набраться опыта. Сейчас, вот, ну, к сожалению, это так, или к счастью, не знаю. Казахстан с точки зрения IT и ИИ, он дальше сейчас находится, чем мы здесь в России, потому что в изоляции так или иначе находимся. Поэтому поехать, набраться опыта. И тоже не говорю, что я типа все с концами до конца жизни. Буквально год, 2, 5, 10, там,
Фига 10, говорит, угораешь, что ли? Какой нафиг 5-10, блин, ё-моё. Не, ну, как Дарил не набирай, все. Через год что вернулся. Вы нас куда завезли? Это что, машина на металлон, что ли? Что за вообще проблемы? Да, вот же, ремонт вмятин без покраски, типа, давай, там эти все вот эти. Это же Азамат сказал, айда съездим, Милюша, пойти в одно место. Эля, когда нас в гаражи завел, блин. Сейчас вашу Я ограблю, нет, Что-то туда, я туда, туда. боюсь, блин, уже. Ой, блин. Да, и сейчас в итоге мы с вами пешком отправим, Мы короче, в да. такие места раньше с Альбертом заезжали, в гаражах продавали водку, мы там водкой отоваривались. И потом один раз приезжаем, гараж опечатан, ОМОН стоит с автоматами, быстренько оттуда уехали. Они, оказывается, незаконные, спирт, арака хатқандар да тегілерді повязали, прикинь. За такси платите, не башта. Куда? Сейчас, вот здесь вот, все, А, откроется вот сейчас, да, сейчас А на этом откроется. все. Да. Отключаюсь. На этом все, отключайся, нет. И все, yok болды қойды. О, Здесь, да? угу. Ага, хамалат, Милаша. Тебе, блин, я сейчас... Саша сразу лезет, египет. Ой, смотрите, вот какие собаки. Снупик, блин, он да вообще огромный тергелетовар. На вас бегут прям такие... Не, я вообще же боюсь. Она хара еще бір снупик югіріп келеді, айнам башы, бляха, муха. Нет, я боюсь, блин, оближу-то блин. Офигеть. Он облизывает ту ногу, которую вас оторвал. Ну, он это не трогает, блин. Не надо меня облизывать, ям паштары, блин. Сейчас пойдем. Сейчас. Все, я уезжаю, хауылға. Өттерген мен нафиг. Я вообще өттерден қорқам. А что они же милые? Они нифига себе милые. А чё? На меня Это- овчарка большая напала. Меня в Это детстве, очень печальная история была, поэтому я боюсь собак. меня в детстве собака за руку все, вот видите, шап. Она ведь. Ну так вот, блин. Нет, и самое интересное, это была собака соседская, с которой мы постоянно тусили. Ну как тусили, она как бы меня знала, все хорошо. Но она на цепи. Я-то такой и наивный. Наиль с собаками в детстве тусил. Опала. У него больше компании не было. Никто с ним не дружил, кроме собак. Да, шучу. Ну, в целом, да. Айдар, что, покажешь мою машину? Это покажем, это и или не и. Видели же сторис, я тоже видела, что Азамат попал в аварию на своем доджике этом крутом, где мафиозика расстреляли, помните? Наркобарона, он же его машину купил. Я же в тот Пабло раз еще... Эскобара. Пабло Эскобара. Я в тот раз еще сказала, что это очень страшная машина. И вот представляете, мы ее не успели разыграть, прикиньте. Вот с этого момента попадаю. Мы же ее разыгрывали. Был уже, наверное, Елеген не хотел, наверное, отдавать какому-то подписчику, что она даже... И разбил ее сам. Да, ну потому что психологически шулай не хотел отдавать. Шунун аркаханда шулай келип сыккан. Обычно шулай была. Посмотрим, может там все-таки масло. Нифига не и масло меняет. Я так и думала, что это, блин, все, капец, блин. Я сразу поняла, когда ты меня в гараже начал вот заводить. все нормально, вот снимайте. Вот, вот, Что снимайте? Это у тебя спереди, блин, там. Все, смотрите, как классно. Вот же, вот реально. Ой, бляха-муха! Алды, енеңдің башы. Это монтаж, и. Это и. Наиль, это твоя работа? Вот же прямо сейчас делаю. Что онлайн-монтаж. Блин. Масло поменяем, да поедем. Масло нормально. Ёпарасота. Реально чисто этот, жидкость залить. и Ты всё. вообще же сильно ударился, эй. Не такие Хлам. Это он просто разобрал, ему же скучно И было. как ты Айдар. сейчас это будешь подписчикам дарить, Нянбаша? А вы видели, как она с Америки приехала? Она еще хлеще была, на самом деле. Здесь Только просто еще как ты еще отремонтированный, еще в 2 раза стукнутую машину сейчас будешь разыгрывать подписчикам, что ли? Будет как новый. Да, вот Лонжероны будет новые, все по зазорам, как по заводу. Конечно, он уже шарит за машиной. Вы смотрите, я даже сам лом погнул. Вот, на. Вытягиваю лонжерон, чтобы разобрать. О. Так вот. Эй, мой Матис тоже что-нибудь сделайте. У него... Раму из него сделаешь, из мотива. Джип из него сможешь сделать? Матис, да. Не, вообще, Айдар, почему когда Айдар приехал, он шарит за американские машины, то есть вот вообще нет Шарит, таких ребят за шарит, американские фото машины. соображаем. Дима тоже вот, да, его ребята шарят, то есть я поэтому к нему приехал, потому что за Америку он знает. Шарит сам знаешь где. Соображаем. И знаете, сами что, да, мы с ним познакомились в вашем блоге, если честно. Я купил машину, короче, да, и его супруга, короче, меня пишет. Есть, говорит, этот один, говорит, парнишка, Айдар, говорит, зовут, он, говорит, классно американские машины, говорит, знает, короче. А не сказал, это мой муж, короче, просто сказал, да, Айдар, говорит, здесь такой красивый парнишка, вот я с ним познакомился, а потом только понял, что, оказывается, его жена писала. Нифига себе. Это Мы правда, да? через Может не жена?
Ну, Лилия, или как? В смысле? Тут назревает очень интересная история. Не жена, а кто-то другая женщина. вот подставляют А. Конечно, жена, кто еще? Да? Ну ладно, а то я тут уже Переживает за людей. хотела делать расследование, какую-нибудь историю интересную рассказать. Скандал, интрига, как бы. Да, что мужикам нельзя доверять, уже что это Можно. поставим тигань. Верные, блин, Да? как Видите? псы мои. Жена Которые не заперли. Химиртып тұрған блин. Конечно, они кушают костный мозг. Да? Да, и Чей? костный мозг. Я тоже Коллаген. такая, чей костный Коллаген мозг? от БД. Недовольных клиентов, недовольных А. клиентов. Если пришел, сказал, что-то вы ремонт хреново сделали, такой, Да. вольер пошел. Опасно кимәгін айдарға, машина ремонттарға. Оның потому что эттері костный мозг нашай. Недовольных клиентов. Вон нога висит там. Когда отремонтируете? Вот ждем. Не, подожди, сейчас надо Азамат это рассказать. Ты будешь его разыгрывать, что будешь делать-то? Короче, да. ну, Потому во-первых, что у нас же висит этот Да. висяк, все люди ждут, Конечно. будут разыгрывать машину или нет, а мы все уже что-то в молчанку ушли. Да, ну, во-первых, да, то есть, ну, сами понимаете, когда такое случается, да, чуть-чуть грустно становится по-любому в душе, да, то есть, вот, поэтому мы как бы сидели, реально думали, что будем с этим делать. Ну, типа, в целом, да, то есть, это непредвиденная ситуация получилась же, мы же об этом вообще не думали, не ожидали, да. И это случилось-то, и с Наидой начали думать, что делать, как бы, да, думали, ты галяй, да, была, прикидывали, скорее всего, будем чуть-чуть сроки, наверное, сдвигать. Почему? Потому что, ну, чинить-то надо. А Ну, вот время розыгрыш реклама- также остается. Конечно, мы от своих слов никогда не отказываемся, это само собой, да, то есть, потому что у нас там либо машина, либо деньгами, но из того, что... Сейчас все скажут деньгами, блин, эта машина отремонтированная, нам не надо. Нафиг надо, да. Да, iki тапкыр түкіліп, iki тапкыр ремонтланған. Да. Но даже если это мы будем делать деньгами, нам же рекламу снимать надо, а рекламу мы только с машины можем снимать. И у нас издается, что сроки рекламной акции чуть-чуть увеличиваются, скорее всего. Поэтому так и будем делать. Все. Поэтому от слов не отказываемся. И кроме машины у нас же еще куча подарков. Егеттер, егет түрінде тұралар. Розыгрыш продолжается просто немножко растянутый будет, Сроки достар, да, сроки немножко будут растянуты. Но вы также можете получить эту машину, которая 2 раза была в аварии, которая, которая пережила перестрелку с Пабло Эскобаром, Это, конечно, неправда. главным мафиози. Так что и участвуйте в нашем розыгрыше. Достар, вы знаете, что делать. Надо просто покупать нашу продукцию, коллаген, магний и все, да, имбирь, все такое, да. Найти код в нашей продукции, зарегистрировать этот код, и вы автоматически становитесь участником розыгрыша этого вот красавчика автомобиля, который 2 раза был в аварии и пережил перестрелку с Пабло Эскобаром. Но его быстренько Айдар, крутой, самый ремонтник американских машин, отремонтирует и сделает из нее новенькую, да, конфетку сделает, так что не переживайте. Или вы можете получить деньгами. Вот и все. Не бит, Да. не крашен, муха не сидела. Да, деньгами, вот сколько эту машину можно будет продать деньгами, если? Не, мы же уже объявляли, что 2 миллиона. 2 А факт, миллиона. эта машина Представляете, стоит 2 миллиона могут быть вашими, если вы сделаете просто одно лишь движение. Купить вот этот коллаген, Да, коллаген, магний, там, да, магний, там вот который 500 до до 1000 рублей, который у нас в продукции. Коллаген, магний еще время. Просто менгумхагна алырга. QR-кодын табып зарегистрироваться итырга, и прикиньте, вы за эти простые 2 движения можете получить 2 миллиона. А самое Между главное, будьте прочим, здоровыми. Самое да, главное, это да. ваша дотация. Это не лотерея. Да, какая-то, это где вы прикиньте, просто оздоравливаете. Коллаген есе дөбір шатыр сәстәрігізді өстірәгід. Юндәргізді бүтін ерді өстірәгід. Даже аяқта шаптырлап юндар өсіп сыға. Магний есе успокаиваться етәгід. Судоргаларғыз бітті, стресс бітті, депрессия бітті. И еще плюс 2 миллиона можете выиграть. Это же супер-пупер предложение. Секундочку рекламы тоже, да, смотри. Почему я не переломался, да, а машина переломался? Потому что я коллаген пил. Да. Кости крепкие. Да. Почему я спокоен, да? Потому что я магний пью. Вот именно. Көрдіңіз ме, достар? Көрдіңіз ме? Пайдасы бар бітін продукцияның. Нық пайдасы бар, между прочим. Вот он мне кругляшок записывал, когда вот это случилось такое. Я тут машину такой тюканым типа ударил такой. Вот это все магний. Магний.
Как будто Да. каждый день такое. Да, каждый день кого-то машина набирает, короче, да. Ну, у меня скоро это в привычку войдет, конечно, да. У меня ж третий ДТП. Они вообще начали пить магний, когда начали работать со мной, друзья. Да, Я да. тоже магний пить только из-за начала. вас и запустили, мы о магнии никогда не думали. Мы Да, такие, да, да, да. Из-за меня только Да, и запустили это, магний. да, мы пытались вам и в еду его вам подсыпать, чтобы вы стали, да, но у вас не получилось. Ай, блин, жалко, конечно. Еле машина. Конечно, я честно скучаю. прикиньте. Знаете что, он еще будет судиться с дорожниками теперь, потому что дорожники виноваты. Представляете, ма? Лужа там, Она, да. короче, соқыр ұстап кеткендер, да соқырды хыман толтырғандар. Представляете, ма? И был, короче, шу соқырға түсіп, машинасын әйлендірген, да и она түкілгенінің башы. Да, давайте я тоже историю расскажу, может не А, все знают, да. давай. Короче, тема называется акваклин. Когда очень много воды, я резко наехал на лужу, которую не ожидал. У меня зад заиграл, и меня вот так туда-сюда понесло, и с передом об отбойник ударило. Восточный выезд, кто-то, может быть, даже видел, короче. И все, вот сейчас думаем, что с дорожниками делать, потому что вот такой лужи на дороге быть не должно. Это из-за лужи. Я ехал нормально, с Ну, двумя ты детьми. Суд подам? Ну, мы сейчас документы собираем, не знаю, получится или нет. Не буду говорить, оглашать, потому что вдруг вас Росавтодор смотрит и такие, ах ты собака такой, типа, сейчас что-то будешь делать, да? Вот, поэтому мы пока материал собираем. Вот. Еще один интересный момент. Мне пришли комментарии пару раз, то, что ты, типа, специально ударил, чтобы не разыгрывать машину. Прикиньте, даже так написали. Я, значит, ехал в машине с двумя детьми, И такой, а дай-ка я ее, да, раскалечу, короче. Ну не так же, блин, как я с двумя детьми, как дурак, буду въезжать. Прикиньте, у меня 2 детей сидели. Так вот. Так что это тоже не специально, это случайно получилось, да? Вот так вот. А некоторые думают, что специально. Блин. Ана кишияны ренду. Так вот, да. Так что вот она машина. Да. Жива, невредима, муха не сидела. Да, розыгрыш продолжается, Розыгрыш идет а то многие начали сомневаться уже. И кроме этого еще у нас другие подарки тоже есть. Мы, наверное, сейчас тоже раз каждую неделю будем тоже разыгрывать среди купивших тоже подарочки. Да. Так что подписывайтесь. Да. А многие думали, что это ИИ, между прочим. Мы чиним американские автомобили, Dodge, Chrysler, Jeep, Ram. В смысле, ты советские машины вообще не чините? Чиним. Тоже чиним, если вдруг там у жены, там у дочки, у брата какая-нибудь машина, хоть что. Вот у него. Это номер я давал горяк. Тоже может быть поднять кузов. Блин, надо номер сохранить, не баша. Да. Блин, кандай кишлер горяк. Вот. Никогда в жизни не заваривал чай сам здесь кому-либо. Вот, ну, ради Милюши, вот видите, даже чайник нашли, блин. И Вот рахмат, такой чай рахмат. будет у него сегодня контакты гречишный, апельсиновый только мы на. Вот, көргейіз мұнында сейдері сұралар. Рахмат, енді А тут рахмат. лидер, Бір кустена сүт. А у меня печеньки есть. Ладно, вот мен алып берем. Хәзер күбрәк кустенасы, хәзер магазинга надо заехать, еще целый пакет кустенасов набрать. Я всегда, куда бы ни иду, да, у меня целый пакет кустенаса. Мына это остатки. Это хәзер пипелдә там. Конечно, этот поезд едет вообще по всей, как он там, ветке, вплоть до Москвы доезжает. Так что вам сигнал сделали лично для вас. Даже машинист меня сигналит. Уважает. Уважает, блядь. Слышишь? Мне уши заложило. Уши заложила. Вот это моя мечта, конечно. Вот просто как в американском фильме. Так сел и поехал, короче. Куда-нибудь кукурузное поле, короче. Уф, у меня сейчас внутри такой прям... Такой типа. Ну, идет же. Я просто похлопаю. 47. О, 47. Нифига себе, вы хорошо сохранились. Вообще сияет. Коллаген сила. Коллаген от Вот БД именно, сила. коллаген есе. Көрден, ол менің коллаген десе. Шуға яш көріне достар. Так, сегодня Вообще хорошо выглядите, правда? Нифига себе. не пью, не курю. Девочек не люблю. Не пью, не курю, девочек не люблю. Шуға яш көріне. Жену только любит. 47. 47 вообще яш көріне. Это, блин, редкость. Мужиктар обычно оларақ көрінеді. Так, меня Нега. Как его зовут вашего супруга? Альберт. Альберт. Обзывай. Могу презент передать, если надо. О, Возьмем? давайте, Он пьет? конечно. Он пьет? Чё? Нифига себе. Отлично. Нифига себе. Рам. Пусть он покупает себе Dodge Ram. Альберт, обзывай, давай. О, дегустация, значит, будет. У Альберта будет дегустация. Айдар передал Альбертка. Вот. Так что сегодня вечером ждите пьяные истории от Альберта. Рахмат. Че, серьезно, что ли? Конечно, что? Там Азамат увлекся. Баласы Хаман, Азамат не наигрался, что? Хаман бүтін машиналарға отырып бипілдеп жүріп сықты. Представляете ма?
Это круто. Блин, надо что это? Блин, Айдар, это же дорогой подарок. Какой? Шутишь, что ли? Ну, Ты что, блин, блин, вообще даже не думаете, какой дорогой. неудобно как-то мне. Неудобно бы на потолке, как говорится. Кофе, чай? Ребят. Ого. Даже хурайы бар Айдардың. Представляете мы, бұнда. Бүтін демәхі бар, офисында. Башқұрт егіттер. Ой, учалы башқұрт егіттер. Учалыға қайнар сәлем. Қайнар сәлем. Все, мен егіттерді бұнда түшіріп қалдырдым. Алар өздерінің машиналарымен тұрып қалдылар. Все, давай, машинағызды ремонттағыз. Сау болығыз, бай болығыз, рахмет за чай. Уф, өттерді тапап кетмейм, Айдар. Бисмилла, блин. Пока, өттер. Пока, өттер. Сейчас мужики будут ремонтировать свою машину. Все-таки надо же ее разыгрывать. Ай, Аллах. И все-таки біздің башқұрт егіттер молодцы. Тырыш башқұрт егіттері. Мына ведь, менде бизнес асқандар. Ішлеп аталады. Менде зор сервис. Охренеть. Мен завтра уезжаю в лагерь. Сегодня меня Милёша по целый день готовит. Вот. Я собираю на официальный в лагерь. Как детей собираете в лагерь. Вот, я ей купила этот, как там, пенка для умывания. Дезодорант қолтығасына киіп тұра тұрған. Чтобы ол лагерьде не қаға бермесін. Шампунь. Бальзам сама купила, бальзам не нашла я. Зубную щетку, зубная паста. Мына хине сладкий, андай сладкий бермелер. Мына хине сладкий. Был с сыром, янтарь не сыром. Вот крекер, короче. Дур-дур. Ну все, хватит. Сейчас я тебе что-нибудь еще найду. Да, все, хватит, Миша. Это. Запастар. Запастар да пацанlar хине. Турецкий конфет не надо. Мына хине бұны екеу турецкий конфет екеу хинегіне берем. Бұны лагерь туге. Біз бұны ешек Она даже не жмотит. Да. Она мне жмотит эти, она физопой выдает. Вот так вот. Такая мама, блин. Да потому что хуторған Саша. Это неправда. Правда. Это неправда. Хуторған Саша. Мен пока блин соберусь, қарағам ол конфет жоқ. Былтыр алып қайтқан бір мешок, бір айда бітірген. Это неправда. Вот она мне всё жмотит. Ничего есть больше не буду. Ора мен вернее, мәсі баштаған что ли? Мен бірінші тапқыр вернее айтқан. Почему-то мен вернее гір әсей. Ты не умеешь варенье варить. Ты Ты только продукты переводишь. Мен былтыр варенье қайнатқанмын. Помнишь, да? Это я делала тоже, между Мен прочим. екеулеп былтыр Азалияма малиновый варенье қайнаттық. Альберт еді бізге 3 күн. Біз шуны бір күнде Азалияма варенье қайнаттық та холодильникқа қойдық. Холодильник накрылся, унген. Мы куда-то уехали. Приезжаем, весь Паша, утра вареньелерді исп таштанық. Нет, спасибо. Нам бы добить что прошло. Галку. Еще тозлық қияр бар, помидор, компоттар, картоф. Нет, спасибо. Компоты я, да, это никто не пьет. Компоты? Это потому что, не, Айгүл келіндесім еллей компоттар бергені, мына из-за того, что ол еллей, біздің ескі кемей почему-то. А потом она не будет брать трубки. Ну, потому что постоянно меня берет, удым қайнат, удым бешер, удым эстетик А берет. ты потому что вечно у всех выпрашиваешь. Бедные люди для себя готовят, мама у них все выпрашивает. Одежду выпрашивают, еду выпрашивают. Ты кого-то будешь попрошайка, блин. Блин, если бы я была попрошайкой, я бы была вообще капец богатый попрошайка. Профессионал. Из-за того, что елля перде, из-за этого, наверное, эски кемей. Что делать с компотами? Бұлар вообще элекке елді. Прикинь? Тәркмеймін нәпсі. Пионер лагерде компот қыда сеп отырмын. Сиелерімді көріп, нәпсі компотты нәсіп отыр. Элек біз бала сақташады тұрайық, компотты сәді сиелін ашайынық. Это был десерт вообще-то. Да. А потому что біздің всякие сникерс тарелки ашарға. Сия, Да. сия компота стратроен. Давид сөйтіп компотты сәді сиелін ашарысы. Асыл, нықтан дейін өтімсі. Сен ашаған бар ма қадам? Компоттың сиелін. О, это вообще вкусно. Интересно, в деревне тоже вам говорили чистить черешню ради красоты? Ну, была емхізді, согласись, ушла, А была именно мотор, другая картинка. Эстетика. Опять варенье, что говорю, опять эссе утро. А зачем это вообще чистить? Я что-то понять не могу. Ну, красиво же так. Нормально
Нет, взяла мне работу, придумала. Она, наверное, сидела, думала, вот Азалия сериал лежит, смотрит, делать ей, наверное, нечего, пусть чистит А что, мне черешню. только работать, что ли? Она вечно ходит, себе сама работу придумывает, блин. И всем остальным работу Ну придумываю. вот именно. Никому не нужно ничего делать. Она в 5 утра встает, блин, компот варит, варенье делает. Непонятно, что делает, непонятно, чем занимается. Мен даже Нәфисәгә тапочки дала. Именно гына йөреп кайтырга һиңа Нәфисә. Кулам кысый. После лагеря обратно приходи на работу. Хорошо, напишите. Мәктәбеңде ташлап әйтмәйм. Это твое призвание. Давай работай. До обеда работай в школе, после обеда со мной. Можно же так совмещать? Че, люди же на 2-3 работах работают. Буду скучать, я даже Мы тоже будем скучать. после лагеря приду. Давай, давай. Я совсем один остался. Совсем один. Как я буду работать одна? Привыкаю к девочкам, да, не знаю. Прямо они мне как родные становятся. Что вот Зарина, что Нафися. Привыкаю к ним. Прямо как будто они мне сестренки мои. Родными прямо становятся. Потом я по ним скучаю даже, представляете? Потом они уходят, и меня тяжело.